8 октября Дмитрий Муратов, лауреат «Новой газеты», получил Нобелевскую премию мира. Конечно, Нобелевская премия мира уже себя давно дискредитировала, она из себя в принципе ничего не представляет, но это такая крупная сумма, и до сих пор о ней так громко говорят. Поэтому мне хотелось бы сказать пару слов, возможно, не пару слов по этому поводу, и показать вам парочку видео. Нобелевскую премию мира получали 3 человека из России. Это один Сахаров, второй Горбачев, тот самый Горбачев, преступник, который в 1989 году по его приказу было, в том числе саперными лопатками, было убито 21 человек, около 300 были ранены. Потом в Вильнюсе 1991 года, 11 и 13 января, было убито 28 человек, около 900 были ранены. Эти преступления не имеют срока давности, но несмотря на это Горбачев считается таким уважаемым человеком. Он разрушил стену между двумя Германиями, которая была разделена. И этого достаточно. И это двойные стандарты, о которых мы будем говорить. Мы будем говорить не только о Путине и Патрушеве, которые непосредственно выполняют грязную работу, зарабатывают эти деньги, совершают эти грязные, жесточайшие преступления против своего народа и других народов. Но и будем рассказывать о тех пособниках западных политиков и разных фондов и разных нобелевских организаций, международных организаций. Я надеюсь, вы мне будете в этом помогать, и мы вместе должны это делать. Потому что это зло, невероятное по масштабам зло, оно должно быть, как минимум обозначено. И это будет наш долг перед будущими поколениями, в том числе. Ну и, конечно, перед самим собой. Я вам сейчас покажу видео о вручении, и потом я перейду к главному видео, которое я вам хочу показать. Именно чеченцам я его хочу показать. И не чеченцам объяснить тоже, что чеченцы сразу поймут, а вот не чеченцам я объясню. Давайте посмотрим буквально полминутки, как на фашистском Первом канале рассказывают о оппозиционере Дмитрия Муратова. И очень важно посмотреть, как его поздравляет Песков, и что говорит Песков, поздравляя его. Тоже очень важный момент. Сейчас я вам все покажу. А пока о том, кто в этом году получит Нобелевскую премию мира. Ее удостоены 2 журналистов. Филиппинка Мария Ресса и россиянин Дмитрий Муратов. Как было отмечено, главный редактор «Новой газеты» последовательно защищает права представителей прессы. Он стал 3-м обладателем премии мира из нашей страны после Андрея Сахарова и Михаила Горбачева. Дмитрий Муратов весь день получает поздравления. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главред «Новой газеты» талантлив, смел и привержен своим идеалам. Талантлив, смел и, самое главное, привержен своим идеалам. Не к общечеловеческим идеалам, не к гуманизму он привержен, о чем он сейчас нам расскажет, что это негуманные вещи он будет говорить. Вот он привержен к своим идеалам. А свои идеалы — это у него КГБ. Это его имперская фашистская Россия, к большому сожалению. Давайте я теперь покажу, каким идеалам привержен Дмитрий. Давайте послушаем его. Значит, если чеченцы выбрали себе Кадырова, это уже их проблема. Просто вам не кажется, это уже теперь наша вся проблема? Безусловно. Но... Вы слышали? Это наша проблема. Мы похоронили 300 тысяч человек, сражаясь против этих мерзавцев и ублюдков. Люди, которые работали в этой газете, такие как Политковская, Бабурова, Маркелов сотрудничал, с «Новой газетой», Истемирова, Щекочихин, который расследовал взрывы домов в 1999 году.
Вот эти люди были под началом этого человека. И он нам рассказывает, что мы выбрали Кадырова. Мы, чеченцы, выбрали Кадырова. Они не могут у себя выбрать даже мэра какого-нибудь города. При этом они никогда не воевали и не сражались. Максимум, что они могли с уточками выйти на митинги и голосовать или протестовать. На самом деле мы пережили страшный геноцид. И вот этот Дмитрий Муратов нам рассказывает, что мы выбрали себе Кадырова. Их лицемерию и подлости нет предела. Ну, давайте послушаем дальше человека, получившего премию мира. Значит, защищать чеченцев от Кадырова, я считаю, что это уже за гранью. За гранью нас защищать от Кадырова. Потому что они его выбрали. Выбрали. Да? Они его терпят, они с ним носятся. Ну, хорошо. Слушайте, Ну, в я этом вот тоже помню... такой, слушайте, это как сказать, что нужно ли северокорейцев защищать от Ким Чен Ына. Тут тоже я сделаю небольшую ставку, потому что Ксения Собчак снова нагло лжет. Ну, и она является, конечно, из этой системы. Она является крестницей и Путина и является бывшим таким спойлером на президентских выборах. Была экс-кандидат, была как-никак. И она сравнивает нас с Северной Кореей. При всем при этом она забывает один момент, что в Северной Корее не стоят российские оккупационные войска, и даже китайские не стоят, и какие-либо другие войска там не стоят. Там, в Северной Корее, это обычная подмена понятий, которой эти мерзавцы занимаются. И это очень масштабная такая операция у них идет. Я не знаю, может они уже сами в это все верят, но не может вроде бы умный, образованный человек не видеть всех очевидных вещей. Ну, давайте посмотрим дальше это видео. А я вам скажу так. Или как про Байден сказал про Афганистан. Пусть они сами живут как хотят. Это же тоже такая немножко лукавая. Ну, это же моя точка зрения. Она не лукавая. Почему? Наоборот. Она предельно прямая и неправильная, скорее всего. Да, но она такая, она не гуманистична. Не гуманистичная, вы слышали. Но я могу сказать, что когда... А теперь самое интересное. За что нас оставляют на съедение Кадырову и банде ФСБ, которая массово убивает нас? Ковская до своей смерти приезжала в Чечню, там таблички такие вешали, что в этом доме ночевала там Анна Политковская. Да? Все хвастали, что она была на постое там у кого-то. А потом все стали к ней приходить, но просить не называть их фамилии. Боже мой, мне очень интересно узнать, почему они так начали говорить, не называть свои фамилии. Муратов просто, абсолютное чмо, абсолютное ничтожество и ублюдок. Абсолютнейшее. Он говорит, что люди начали не называть своего имени, просто не объясняя, что люди начали бояться, потому что шел геноцид. До того, когда Анна Степановна вначале нам помогала, мы не боялись, не было такого страха. Но когда российские оккупационные банды ФСБ и другие расквартировались и начали методично перемалывать молодежь чеченцев, уничтожать женщин, детей и все остальное, что только возможно делать, вот тогда люди начали не называть своего имени. И об этом Муратов молчит. А ведь 30% от числа наших граждан убито их страной. И он говорит, что мы не будем мешать Кадырову. Хотя ни один Кадыров. Кадыров еще раз и сотый раз. Всего лишь инструмент в руках банды ФСБ и России, которая пришла в нашу страну. Заметьте, незаконно, взорвав свои дома в 1999 году, который этот ублюдок Дмитрий Муратов боится назвать заказчика,
Хотя и Патрушев, и Путин засветились на этом. И после того, как в Рязани были задержаны сотрудники ФСБ, началась массированная бомбардировка Чеченской республики Ичкерия. Эти моменты они нам предпочитают сделать вид, что их нет и чтобы мы их забыли. Но этого не произойдет. Мы это знаем и об этом будем говорить. Неуважаемый Дмитрий Муратов. Давайте послушаем просто еще немножко этого лауреата Нобелевской премии мира. И просили не останавливаться у них, потому что стало как бы страшно. А когда хоронили Аню в зале прощаний на Троекуровском кладбище, там тех людей сотни, которым сотни, не было никого. Для того, чтобы добраться для Троекуровского кладбища в Москве, как минимум нужно было выехать из зоны боевых действий, иметь деньги у обнищавшей, бедной, многострадальной чеченской нации, и тем людям, конечно, которым помогала Аня, не было сил. Но я, как чеченец, который прекрасно помнил, как весь чеченский народ сколыхнула эта беда. Да, ее убили чеченоговорящие, но они были сотрудниками российских спецслужб и действовали по заданию российских спецслужб. Как они могут действовать где угодно, так же, как и русские могут действовать где угодно по заданию каких-нибудь других иностранных спецслужб. Они работали не на Россию, не на Чеченскую республику, они работали на Россию. И убийство Анны Политковской было колоссальным уроном для самих чеченцев. И для того, чтобы этот урон был нанесен, именно доверили убийство чеченцам. Сказать, вот чтобы вот эти Муратовы, вот эти мерзавцы и подонки, получатели Нобелевских премий, могли сейчас вот так разглагольствовать. Давайте послушаем пару секунд еще. Конечно. Да, именно боялись. Боялись, и тот страх, который сейчас у нас во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, он осязаем. Его можно потрогать. Только лишь за то, что я говорю перед Ютубом, не призываю никого перед камерой, и выставляю свои видео в Ютуб, не призываю никого к боевым действиям. Единственное, чего я прошу, это отправить Байрактар или Global Hawk для того, чтобы совершить акт справедливости против террориста Путина и Патрушева. А также я призываю мировое сообщество запретить, внести в террористический список банду ФСБ, которая стоит за всем этим. Вот какой Нобелевский лауреат у нас появился, да, в мире, к большому сожалению. Выборы, честные выборы, на которых мы выбрали себе президента, прошли в 1997 году. Это были последние выборы, выборы президента и парламента Чеченской республики Ичкерия. На этих выборах были наблюдатели из почти 60 стран от ОБСЕ. После этого был договор о мире с фашистской Россией, где русские подписали с нами договор о мире в 1997 году, о мире и принципах взаимоотношения между Чеченской республикой Ичкерия, так и было указано, и Российской Федерацией. Это было признание Российской Федерации. Но затем вы все прекрасно знаете, Путин пришел к власти. И не только там Путин один, это банда ФСБ, опять же говорю, которые взорвали своих граждан. Первый дом был взорван в Буйнакске, чтобы связать спасательную операцию Шамиля Басаева, которая была осуществлена в Дагестан по пробитию коридора для женщин и детей дагестанских, россиянских, которые россияне позволили им установить ваххабизм там, шариат, а потом начали их бомбить. Это была такая ловушка для Шамиля Басаева, зная, что он должен помочь своим соседям, кавказцам, мусульманам. И те просили, хотя бы помогите вывести женщин, детей, мы будем сражаться и так далее, и так далее. Это была такая страшная операция. И, как мы помним, в сентябре 1999 года, чтобы связать Шамиля Басаева с этими терактами,
был взорван дом Буйнакский в Дагестане, где погибли много людей. Затем для резонанса в Москве были взорваны 2 дома, уже русских. Потому что взорвать в Дагестане дома для фашистов, для имперцев русских и накрученных этой пропагандой, чеченский след, все вы помните конец 90-х годов или середину 90-х, все время, говорю, чеченский след, кавказцы, ну, чеченцы, в основном было чеченцы, потом уже на остальных кавказцев переключились, потому что кавказцы остальные думали, что их пронесет, и говорили, что мы не чеченцы, мы же россияне и так далее. И была страшная несправедливость по отношению к чеченцам. Затем уже, зная, что убивать черных, что говорили русские? Ну, пускай русские черные убивают черных, какая разница? Даже когда дом был взорван с военнослужащими в Буйнакске, на минуточку. Это так, этим дагестанским и другим кавказским военнослужащим камень в огород. Затем 2 дома уже русских было взорвано в Москве, где спящих женщин и детей. И это уже никак нельзя оправдать, что это просто фашизм против кавказцев и так далее. Своих русских взорвали для резонанса. Потому что в Москве много журналистов, ну и как столица, как-никак. Следующий дом был взорван в Волгодонске. И был он взорван именно потому, что Волгодонский находится рядом с городом Волгодонск, находится атомная электростанция, которая находится ближе всего к Европе. Так как Басаевский поход в Дагестан был таким же рядовым человеком, как Гиркин, Стрелков, так называемый террорист, который пошел в Украину, и юридическое международное право не признало это казусом белли, потому что русские сняли с себя нашивки, а Гиркин, который говорил за всех, он представлялся рядовым гражданином. Это не могло послужить поводом к войне. Точно так же Басаев на тот момент, Масхадов на самом деле был против, Басаев на самом деле был против Масхадова, и у нас, к большому моему сожалению, была конкуренция и политическая борьба. Басаев был рядовым гражданином. И на Западе, в Америке не приняли эти факты, и Басаев не развязал войну. Нападение Ичкерии на Россию тогда не посчитали нигде. И тогда были взорваны дома для того, чтобы получить повод для нападения на Ичкерию. Следующий дом после Буйнакска, Москвы и Волгодонска. Запад испугался. Очень долго рисовался вот этот исламский фактор. Чеченцев представлялись какими-то радикалами, террористами. И сейчас здесь, в Европе, нас представляют. И тот угар войны, который мы пережили, и ту пропаганду мощную, которую на нас испытывали, а теперь испытывают на всем мире, она продолжается. И она в какой-то степени имела свои плоды. Следующий взрыв должен был произойти в городе Рязани. Я долго думал, почему вот эта последовательность. И я понял, что первый дом это в Буйнакске связать с Басаевым, второй для резонанса, третий дом в Волгодонске запугать Запад, что вот сейчас эти исламисты, террористы взорвут атомную электростанцию, вы пострадаете, и Запад как-то должен реагировать, или хотя бы промолчать, иметь основание по букве, ну, если не по букве, то хотя бы не по духу, то хотя бы по букве попробовать, не влезать в это все дело. Не мешать России наводить геноцид на чеченскую нацию. Следующий дом должен был быть взорван в Рязани. 22 сентября в подвал дома по улице Новоселова, 16/14, были занесены мешки 3 сотрудниками ФСБ. На второй день в этот же вечер житель дома обнаружил, некий Картофельников, обнаружил людей, заносящих мешки, и уже был такой ажиотаж,
по всей России. И вызвана полиция. И на второй день были вычислены люди, террористы, которые заносили мешки с гексогеном и с настоящим детонатором. И мы все это прекрасно все знаем. На второй день после задержания Путин сказал, что будем мочить террористов в сортире. Патрушев сказал, что это был не сахар, что это был не гексоген, а сахар. И рязанские полицейские сели в лужу, которые сказали, что это гексоген, что детонатор настоящий и так далее. И успели уже дать и объяснение по этому поводу. И даже возбудить дело по факту, по статье терроризм. И вот этого всего Дмитрий Муратов никогда не говорит, не произносит. Он не знает, кто взрывал дома, он не знает, кто убил Политковскую. И вот этому человеку на день рождения Путина дарится подарок. И его поздравляет пресс-секретарь террориста Путина. Он сам является повязанный с этой бандой ФСБ и является сливным бачком. Поэтому я призываю всех людей доброй воли обратить внимание на эти факты и не позволить многим уже, без сомнения, пособникам тут на Западе, не позволить из России разным мнимым оппозиционерам, таким как Милов, такими как Гудков, ну и многие другие, которых вы видите, настоящих русских, настоящих россиян, которые честно хотят разобраться и поставить точку вот в этом, хотя бы обозначить все. Призываю всех не молчать, призываю говорить правду, чего бы нам это ни стоило, потому что если мы сейчас не будем говорить правду, то наши дети заплатят в 10 раз больше. И мы, чеченцы, об этом давным-давно призывали и грузин, и украинцев, и весь мир. И дальше мы будем призывать и напоминать о тех кровавых преступлениях, которые совершила Россия под прикрытием вот этих Дмитриев Муратовых. Всего самого хорошего, и все будет Ичкерия.